За 3 дня работы участники обсудят такие темы, как стратегическое планирование и сервисная экономика для устойчивого развития Арктики, развитие городской среды, вопросы креативной экономики, роль социально-культурных проектов для развития Арктики и многое другое. Ну а главная задача такого мероприятия – делиться опытом, в том числе своими наработками по развитию арктической территории поделится и Якутия, где в последние годы реализуется немало проектов, притягивающих внимание международного сообщества. Безусловно, для нашей республики опыт коллег из других регионов, территории которых также находятся в арктической зоне, позволят найти те решения, которые в самые короткие сроки дадут конкретный практический результат. Тема одной из сессий мероприятия коснется применения в регионах федеральной программы «Арктический гектар», который стартовал в августе прошлого года. Программа активно развивается во всех арктических территориях страны и за это время показала свою эффективность. Опытом в этом вопросе делится Мурманск, где через эту программу реализовано очень много туристических проектов, которые позволяют людям, которые проживают на этой территории, ознакомиться с красотами и внутренний туризм развивать. Не только внешний, но и внутренний. Но и внешний туризм тоже развивать через арктический гектар. То есть человек получает и маленькую свою историю, реализует все это через поддержку государства. Поэтому возможность творить и жить на своей земле всегда дает возможность развитию региона. Усиливается и роль страны в развитии северных регионов. Кардинальное улучшение качества жизни населения в Арктике, в том числе и в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, которая является одной из уязвимых частей населения, одна из приоритетных задач. В регионе сегодня для решения вопроса реализуются различные программы, как федеральные, так и региональные. Вообще это для правительства и России, для нас это такая достаточно большой вызов. Каким образом такие малые населенные пункты, труднодоступные и с неразвитой инфраструктурой, как их развивать в будущем. Упор в этой работе делается на сохранение традиционного образа жизни, на развитие оленеводства, рыболовства и охотпромысла. К таким программам относится, к примеру, молодой оленевод, который позволяет молодым специалистам выделить 1 миллион рублей для строительства и приобретения жилья на севере. Эти и другие не менее важные вопросы в эти дни обсуждаются на конференции. Посмотреть ее можно в том числе и на онлайн-площадке. Ульяна Шагина, Семен Семенов, Якутск.